Чолом Донавертиас. Сегодня я с вами пойду на рыбалку. Одет очень тепло, потому что температура невысокая, где-то 15 градусов. К тому же будем ехать на лодке. Желаю приятного просмотра. Бам! Вот как Морозко просится. Хочет идти в лес. Да, давай. Все, тихо, тихо. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Мы спустились к реке, находимся около реки. С лодки нужно в воду чуть-чуть сгрести, а то дожди были, набралось много. Сейчас проверим в среднем отсеке сколько воды. Ох, много. Видите, течет как. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Все, мы приехали. Комары сразу налетели. Удивительно то, что вода очень большая. Уже начало августа, а вода как и весной. Сядем на пенек, поговорим по душам с вами. Вот. Ну что, я вырвался в лес. Начало августа. Через месяц снова на учебу. Уже 11 класс. Нужно определяться с профессией и решать, куда поступать. Вот зашли в такой дремучий лес. Грибы посмотреть. После дождя ведь все-таки есть. И вот первая находка. Подберезовик. И вырос прямо в березе. Видите, да? Ствол идет. И он прямо так в березе и вырос. Интересно. Смотрите-ка. Сейчас специально ради вас я его посмотрю. Эту структуру. Как он там. Ага. Вот он где держится. Вот, понятно. Пусть держится, не буду его трогать. Морозко бегает, чувствует себя как дома, как я, собственно. Лес — это второй дом. Гимназия — третий, лес — второй. Дом мой первый. Куда поступлю, будет четвертый. И так далее. Грибов вообще нет, сыра в этом году. А вот фотографии делаются 50 раз уже щелкнул. Вот здесь вот красиво открытое место. Сосны. Да. Живописненько, живописненько. Здесь бы сюда порисовать. Только вот комарье мешает. А мне еще вот нравится то, что вот эти деревья, то, что упали, они потихоньку так превращаются в мох. И вот такие вот кочки получаются. Угу. Вот. Что еще вам сказать? Скоро на учебу, готовиться к экзаменам. Поэтому сейчас вот улавливаю этот момент отдыха. А дальше начнется экзамен, студенческая жизнь, потом взрослая жизнь.
И пошло-поехало. Интересно будет. Оставайтесь вместе со мной. Дальше буду снимать, развивать канал, смотреть, что да как монтируется. Может, как-то изменю чуть-чуть формат. Вот так. Ну, смотрите дальше. А ты знал, нелегко пробираться в тумане. Чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Вот гриб такой нашел, как моя ладонь. Не самый большой в моей жизни, конечно, но за сегодня это трофей. Птичка улетела, а гнездо тут осталось. Там еще одно яйцо, но ее кто-то уже поклевал. Видимо, братья, те, кто вылупились, они одного брата так убили. Или сестру. В общем, не важно. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни. Это в сердце все есть у тебя. Озарит твою верность отчизне эта утренняя заря. Ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Тихо-то как. Ну, снова пошел дождь. Как видите, рыба еще не ловится. Вода все прибывает и прибывает. Не знаю, что за год. Все еще весенняя вода. Вот. Ну как-нибудь в следующий раз я вам точно покажу, что такое рыбалка. Поймаем еще щук. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бам!